Добрый день, уважаемые коллеги! Мы начинаем наш установочный вебинар для муниципалитетов по проведению исследования идентификации школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты. Но прежде чем мы будем говорить непосредственно о теме нашего вебинара, такое предварительное вступление. В 2018 году Коми Республиканский институт развития образования участвует в программе повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов. Заявку мы подавали еще летом 2017 года. На этот конкурс отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий с федерального бюджета бюджетом субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы было представлено 41 заявка от субъектов Российской Федерации. Из них 40 заявок было отмечено, и 40 заявок победили в этом отборе, в том числе и заявка от Республики Коми. О чем зафиксировано в протоколе заседания Комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации номер 1 от 31 июля 2017 года. Здесь нам необходимо сказать, что мы участвуем в этом конкурсе уже второй год подряд, поэтому кое-какие наработки у нас уже имеются, и мы продолжаем эту работу, включая в нее большее количество школ нашей республики. 6 марта 2018 года был подписан приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми номер 185, приказ о реализации мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на территории Республики Коми. Одним из пунктов этого приказа является следующий. Государственному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования Коми Республиканский институт развития образования необходимо, во-первых, обеспечить реализацию мероприятий плана графика в соответствии с техническим заданием и сметой расходов за счет средств республиканского бюджета по отрасли образования, предусмотренных на реализацию мероприятий. Во-вторых, необходимо предоставлять в отдел развития общего образования и воспитания квартальные и годовой отчеты о реализации мероприятий плана графика. И в-третьих, обеспечить информационное сопровождение мероприятий плана графика. Рассмотрим основные вопросы, связанные с реализацией нашего проекта. Цель проекта заключается в повышении качества образования в школах Республики Коми с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Обращаю, уважаемые коллеги, ваше внимание на то, что сроки реализации проекта в 2018 году с февраля по декабрь. То есть в декабре мы должны наш проект завершить. В основу проекта мы заложили те территориальные, демографические, социально-экономические характеристики Республики Коми, которые влияют на качество образования в наших школах. Это низкая плотность населения. Мы сами знаем, да, что в нашей республике это плотность населения менее 1 человека на 1 квадратный километр. Это приток мигрантов и вынужденных переселенцев, дети которых приходят в наши школы и испытывают определенные трудности в процессе обучения. Это политический состав населения. Это большая доля образовательных организаций, которые расположены в сельской местности. Да, там тоже свои вопросы, свои проблемы существуют. Это высокий уровень социально-экономической дифференциации. Также для нашей республики характерен достаточно высокий уровень безработицы. И наша республика обладает большим количеством территорий с ограниченной транспортной доступностью. Все эти характеристики накладывают свой отпечаток, как я уже отмечала, на качество образования в школах нашей республики. Сопровождение проекта осуществляется на сайте Коми Республиканского института развития образования. Можно 2 путями сюда выйти.
либо через вкладочку «Проекты», «Реализация ФЦПРО», «Мероприятие 2.2», либо через баннер. Давайте посмотрим, как непосредственно это можно осуществить. Так, мы с вами выходим на наш сайт. И здесь мы видим баннер ФЦП «Развитие образования 2016-2020 годы. Мероприятие 2.2 в Республике Коми». И переходим непосредственно на страничку нашего мероприятия. Страничка была создана еще в 2017 году, поскольку я говорила, что это мероприятие реализуется у нас уже второй год, да, поэтому некоторые материалы, они еще за 2017 год, но, конечно, постепенно все будет обновляться. Здесь мы видим, есть нормативная база проекта, вот наш приказ номер 185 от 6 марта 2018 года, протокол заседания конкурсной комиссии от 31 июля 2017 года. Участники проекта – это те школы, те муниципалитеты, которые участвовали в проекте в 2017 году. И сегодня у нас с вами стоит задача после проведения исследования определить новых участников проекта. На вкладочке «Обучение» у нас представлены видеозаписи вебинаров. Существует также виртуальный методический кабинет, который также будет у нас дорабатываться, пополняться необходимыми материалами, методическими разработками. Вкладочка «Новости проекта» тоже пока еще не обновлялась у нас. Вкладочка «Отзывы», в которой мы можем увидеть отзывы участников проекта, именно отзывы участников курсов повышения квалификации. И также материалы по мероприятию 2.2. Отчет за 2017 год можно посмотреть. Приложение к отчету ознакомиться. В прошлом году у нас проводилась всероссийская с международным участием научно-практическая онлайн-конференция «Лучшие практики поддержки школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях». И здесь мы можем увидеть материалы этой конференции. Презентации выступающих. И также проводился межрегиональный семинар. Тоже основные материалы мы можем увидеть непосредственно на вкладочке нашего сайта. Также мы можем выйти через вкладку «Проекты», «Реализация ФЦПРО» и здесь выбрать мероприятие 2.2. И попадаем мы опять на страничку нашего мероприятия. Вот еще раз показываю скриншот сайта, где непосредственно информация будет располагаться. Итогом работы института в 2017 году стала разработка республиканской программы перевода школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим функционирования. Программа рассчитана на 2017-2020 годы. Целью программы является повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах Республики Коми, показывающих низкие результаты обучения и функционирующих в сложных социальных условиях. Сама программа также находится непосредственно на сайте, на вкладочке проекта. Рассмотрим задачи программы. Первой задачей программы является обеспечение повышения уровня квалификации педагогических и управленческих кадров. Каждый год реализации проекта мы организуем программу повышения квалификации для педагогов и для управленческих команд образовательных организаций, участников проекта. Вторая задача – это разработка и внедрение эффективных механизмов методической помощи школам с низкими результатами обучения и функционирующим в сложных социальных условиях. Буквально сегодня и завтра у нас состоятся уже вебинары, которые погружают нас в решение этой задачи. Третьей задачей программы является активизация деятельности общественно-профессиональных объединений руководителей и педагогов по обмену опытом преодоления внутренних и внешних факторов, обуславливающих низкие образовательные результаты. Четвертая задача программы республиканской программы перевода школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим функционирования, является разработка и внедрение механизмов мониторинга результативности программ
перевода школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим функционирования. И пятой задачей является распространение опыта Республики Коми по поддержке школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в субъектах Российской Федерации со схожими региональными особенностями. Решение этих задач предполагается в период с 2017 по 2020 годы. К решению этих задач мы приступили уже в 2017 году и продолжаем эту работу в 2018 году. Планируемыми результатами реализации программы республиканской является, во-первых, переход школ, участвующих в реализации программы, в режим эффективного функционирования и развития. Во-вторых, мы ожидаем повышения качества образования в школах, участвующих в реализации программы. В-третьих, это повышение уровня квалификации педагогических и управленческих кадров школ, повышение эффективности профессиональной деятельности педагогов. Четвертое – это создание системы методической помощи школам с низкими результатами обучения и функционирующим в сложных социальных условиях. В рамках программы разработана многоуровневая модель поддержки школ. В основу этой модели положена концепция школьной эффективности, обеспечивающая системные изменения при согласованных действиях и сотрудничестве всего профессионального сообщества. Проработаны основные системообразующие основания этой многоуровневой модели поддержки школ. Первым таким системообразующим основанием модели поддержки школ является акцент на повышение качества преподавания и развитие педагогического сотрудничества, что реализуется при разработке и реализации адресных программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников. Такие программы у нас уже разработаны. Ряд программ был реализован в 2017 году. В этом году мы продолжаем разработку адресных программ и будем их реализовывать. И, во-вторых, это разработка и внедрение системы адресной методической помощи. То есть в зависимости от запросов образовательных организаций, участников проекта, мы оказываем им адресную методическую поддержку. Вторым системообразующим основанием многоуровневой модели поддержки школ являются разнообразные механизмы адресной методической помощи, которые включают методическое сопровождение, которые реализуются в различных формах: в форме наставничества, в форме консультирования, в форме тьюторства. И также важным механизмом адресной методической помощи является участие в сетевых профессиональных сообществах на уровне муниципалитетов и на уровне региона за счет муниципальных, межмуниципальных и региональных методических объединений. На сегодняшний день у нас уже создано более 20 республиканских методических объединений педагогов по разным направлениям, по разным образовательным областям, а также по уровням образования. И также действуют республиканские методические объединения руководителей дошкольных образовательных организаций и руководителей общеобразовательных организаций. Следующим системообразующим основанием многоуровневой модели поддержки школ является дифференцированное вмешательство в деятельность школы представителями муниципального органа управления образованием, которые выступают как учредитель муниципальной общеобразовательной организации, и представителями различных структур социально-экономической сферы муниципалитета и республики, как частно-государственных партнеров системы образования. И четвертым системообразующим основанием многоуровневой модели поддержки школ является обязательный учет внешних и внутренних условий функционирования школы. Это обязательное соблюдение эффективного рационального баланса полномочий между коллегиальным стратегическим управлением и единоличным текущим руководством. Это совершенствование стратегического управления школой. Это стимулирование инновационной деятельности, связанной с разработкой новых средств и подходов повышения качества образования. Итак, это основные системообразующие основания многоуровневой модели поддержки школ, которая лежит в основе региональной программы развития школ. Основными задачами
на 2018 год в реализации проекта является совершенствование процедуры идентификации школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Мы изменили те подходы, которые были заложены в процессе идентификации школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Мы модернизировали инструменты, которые позволяют нам это осуществить. То есть эту задачу мы уже начали решать. И сегодня вы будете включаться в эту процедуру идентификации школ. Также очень важной задачей на 2018 год является реализация тех программ, которые мы разработали в 2017 году. Это программы республиканской, программы муниципальных, которые были разработаны в 5 муниципалитетах, и школьных программ перевода школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим функционирования. Также очень важной задачей на 2018 год является разработка и апробация механизмов привлечения к работе в таких школах молодых специалистов и высококвалифицированных кадров, в том числе специалистов службы психолого-педагогического и социального сопровождения. Четвертой важной задачей на 2018 год является совершенствование системы консультационной поддержки управленческих, педагогических кадров, школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. И вот уже буквально сегодня и завтра на наших вебинарах мы с этой задачей будем работать. Пятая задача – это совершенствование системы сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества результатов обучения. То есть школ, которые функционируют в неблагоприятных социальных условиях, школ с низкими результатами обучения и школ, которые мы называем школ-лидеров. И последняя задача – это совершенствование государственного общественного управления в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Эти задачи мы будем с вами совместно решать в 2018 году. Вернемся к приказу. Приказ номер 185 от 6 марта 2018 года. Первым направлением работы по этому приказу, первым направлением плана графика реализации проекта является проведение в 100% школ, обращаю ваше внимание, именно 100% школ, анализа данных об образовательных результатах и внешних социальных условиях работы школ, идентификация группы школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Мы, как я уже говорила, доработали инструментарий исследования, и у нас предполагается два основных инструмента. Первый инструмент – это анкета условия работы школы, которая позволяет нам выявить особенности внешней и внутренней среды школы и особенности управления развитием школы. И вторым таким важным инструментом является анализ статистика информационных материалов, которые представлены по результатам проведения оценочных процедур ВПР, ОГЭ, ЕГЭ в 2017 году на территории Республики Коми. Эти материалы представлены нам ГАУ РК РИЦОК. Сегодня мы с вами поговорим об анкете. Анкета условия работы школы. Вот она выглядит примерно так. Да, это скриншот с сайта. Располагается анкета по ссылочке go.gl, наклонная черта, заглавная Ж, маленькие буквы J, Y и цифры 574. В анкете представлены 4 раздела. Это общая информация о школе, первый раздел. Второй раздел – это внешняя среда школы. Третий раздел – это внутренняя среда школы. И четвертый раздел – это управление развитием школы. Обращаю ваше внимание, что анкету необходимо заполнить до 26 марта 2018 года. То есть все школы в ваших муниципалитетах должны эту анкету заполнить до 26 марта, чтобы мы успели обработать результаты и представить отчет министерства до 31 марта с выборкой тех школ, которые будут участвовать в нашем проекте. Итак, давайте посмотрим, что собой представляет эта анкета и как мы ее будем заполнять. Итак, вот мы по ссылочке перешли. Наша анкета. Все вопросы являются обязательными для ответа. Мы вводим фамилию, имя, отчество.
Ну, я для примера запишу Иванова Мария Ивановна, должность директор, контактные данные, телефон и e-mail. Условно запишу телефон. Далее необходимо выбрать муниципальный район или городской округ, где расположена ваша школа. Здесь идет выборка по муниципалитетам. Вы можете выбрать свой муниципалитет. Ну, например, пусть это будет Вуктыл. Далее следующий вопрос предполагает вписать краткое наименование школы. Пусть это будет СОШ номер 1. Далее следующий вопрос предполагает выбор варианта. Школа является либо городской, либо сельской. Ну, допустим, пусть школа будет городской. Дальше вопрос с выбором вариантов. Здесь необходимо указать, что школа может являться малокомплектной, либо вечерней сменной школой, либо гимназией, либо лицеем, либо какой-то другой вариант выбрать. Ну, можно выбрать вариант другой, тогда здесь вы должны написать статус вашей школы. Давайте выберем вариант малокомплектной школы. Дальше. Следующий вопрос предполагает возможность выбора нескольких вариантов ответа. Школа имеет статус республиканской инновационной площадки. У нас существует приказ, да, который утверждает статус школы как республиканской инновационной площадки. Вы можете проверить статус, имеется ли статус республиканской инновационной площадки у вашей школы. Ну, наверняка вы, конечно, знаете, что он имеется. На нашем сайте в разделе «Проекты» региональные инновационные площадки. Раздел «Проекты». И здесь представлен список всех образовательных организаций, которые являются региональными инновационными площадками. Либо являлись такими до 2017 года. Ну, допустим, наша школа как будто бы имеет такой статус. Далее, может быть, школа имеет статус стажировочной площадки, базы для проведения педагогической практики. Школа является победителем федеральных конкурсов, победителем республиканских конкурсов. Школа является участником проектов ФЦПРО. Либо школа никакого из перечисленных статусов не имеет, либо школа, может быть, имеет еще какой-то статус, который здесь не представлен. Здесь вы можете выбрать другое и написать, какой еще статус имеет ваша школа. Следующий ответ предполагает указание общего количества обучающихся в школе. Вы пишете число. Далее вопрос, предполагающий указание доли обучающихся, участвовавших во всероссийских и республиканских олимпиадах и конкурсах в 2017 году. Менее 10%, либо 10% и больше обучающихся у вас в школе участвовали в конкурсах и олимпиадах республиканского и всероссийского уровня. Дальше несколько вопросов, связанные с указанием доли выпускников 2017 года, поступивших в образовательные организации. Образовательные организации среднего профессионального образования. Я напоминаю, доля – это количество от в процентах, да, количество в процентах от всего общего числа выпускников. Ну, допустим, 5% у нас поступило в образовательные организации среднего профессионального образования и, например, 8% поступило в образовательные организации высшего образования. То есть вы указываете число и значок процента. Если значок процента не поставили, ничего страшного. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в школе. Здесь мы число записываем, например, 5 человек. Количество детей из малоимущих, малообеспеченных семей. Ну, пусть будет такое число. Количество детей из малоимущих, малообеспеченных семей, обеспеченных бесплатным или льготным горячим питанием. Ну, как правило, в большинстве школ все такие дети питанием обеспечиваются. Но условия, конечно, могут быть различными. Количество обучающихся из семей, где оба родителя не имеют высшего образования. Ну, например, пишем число.
Количество обучающихся из семей, где оба родителя имеют высшее образование. Количество обучающихся, для которых русский язык не является родным. Количество обучающихся с неродным русским языком, испытывающих трудности в изучении русского языка. Ну, допустим, из 8 на 7 учащихся испытывают определенные трудности, что отражается на результатах обучения. Количество детей в социально опасном, неблагополучном положении. Например, оба родителя не работают, злоупотребляют алкоголем, ведут асоциальный образ жизни и другое. Указываем, сколько таких детей в вашей школе. Количество обучающихся, воспитывающихся в неполных семьях. Если у вас нет точных данных по некоторым вопросам, вы можете прямо так и написать, что нет данных. Ну, как правило, в школах вся эта статистика ведется, и, конечно, желательно указать точный ответ. Количество обучающихся, воспитывающихся в семьях, где работают оба родителя. Количество обучающихся, воспитывающих в семье, которая сменила место жительства, страну или регион в течение последнего года. Количество обучающихся, воспитывающихся в семьях, где родители или один родитель является инвалидом. Например. И последний вопрос в первом разделе – это наличие негативных социальных явлений в среде обучающихся. Ну, курение наверняка, да? Хотя мы с этим, конечно, боремся, но оно пока еще имеет место быть среди обучающихся. Возможно, кто-то из ваших учеников злоупотребляет алкоголем, наркотическими веществами, участвует в криминальных группировках, совершает какие-то правонарушения, общественные деяния, либо еще какой-то вариант вы можете выбрать и здесь дописать. Первый раздел мы с вами заполнили, нажимаем кнопочку «Далее» и попадаем во второй раздел, который изучает внешнюю среду школы. Первый вопрос – это транспортная доступность до центра муниципального образования. Расстояние до центра близкое, транспортное сообщение регулярное, расстояние среднее, транспортное сообщение регулярное, и расстояние далекое, транспортное сообщение нерегулярное, редкое. Выбираем какой-то вариант, ну, поскольку у нас как будто бы школа в Уктыле находится, наверное, первый вариант будет для нас предпочтительным. Инфраструктура связи на закрепленной территории. Доступны все виды подключения к интернету, наземное, спутниковое радио и высокая скорость доступа. Второй вариант. Доступны отдельные виды подключения к интернету, либо наземное, либо спутниковое, либо радио, и скорость доступа высокая и средняя. Либо отдельные виды подключения к интернету недоступны, низкая скорость доступа или вообще его отсутствие. Ну, выберем, например, второй вариант. Следующий вопрос. Доступность социальной инфраструктуры для досуга детей и молодежи. Высокая доступность, имеются спортплощадки, каток, дворовые клубы, горки, качели, ухоженные дворы, библиотеки и так далее. Средняя доступность и низкая доступность. Криминальная обстановка на закрепленной территории за прошедший год. Спокойная, о преступлениях не слышно, в темное время суток можно спокойно ходить по улицам. Второй вариант. В целом спокойная, но в темное время суток на всякий случай лучше не выходить на улицу. И третий вариант. Обстановка напряженная, известны случаи преступлений, в том числе в отношении детей и молодежи. Ну, выберем второй вариант. Следующий вопрос – это наличие негативных социальных явлений, алкоголизм, наркомания, криминальные группировки, проституция и так далее. Такие люди на улицах встречаются редко, не часто услышишь о них в разговоре. Это первый вариант. Второй вариант. Такие люди на улицах встречаются периодически, проблемы на слуху. И третий вариант. Такие люди встречаются постоянно на улицах. Это привычное явление. Выберем вариант второй. Престижность закрепленной территории для внутренней миграции семей. Скорее высокая, что характеризуется активным строительством жилого сектора, стоимость квадратного метра жилья относительно высокая, заметен миграционный приток населения и другое. Среднее строительство жилого сектора точечное, стоимость квадратного метра жилья средняя, миграционный поток населения средний. И низкое строительство жилого сектора миграционного притока населения не наблюдается, стоимость квадратного метра жилья относительно низкая. Ну, выберем, например, третий вариант. Следующий вопрос характеризует поддержку школы местным сообществом. Она может быть либо активной, когда социальные партнеры, общественные организации, ТОСы, депутаты, бывшие выпускники оказывают школе организационную, моральную и материальную поддержку.
Активность может быть средней, когда социальных партнеров немного, и они оказывают в основном моральную поддержку. И неактивная поддержка, когда активных социальных партнеров школа вообще не имеет. Выберем вариант второй. Следующий вопрос – это наличие договоров о сотрудничестве школы с какими-то другими организациями, например, с образовательными организациями высшего образования, в частности, в рамках целевой подготовки выпускников школы, с образовательными организациями среднего профессионального образования нет договоров, либо какой-то еще другой вариант наличия договоров о сотрудничестве с какими-то организациями. Ну, например, с районной больницей какой-нибудь, там у вас договор есть о сотрудничестве. Так, и последний вопрос этого раздела предполагает, что мы должны указать формы взаимодействия с родительским сообществом. Какие это могут быть формы? Да? Ну, наверняка в большинстве школ достаточно разнообразные формы взаимодействия с родительским сообществом. Ну, например, укажем родительский лекторий, круглые столы и так далее. То есть все, что у вас есть, вы можете в этом вопросе перечислить через запятую. Завершается раздел, нажимаем кнопочку «Далее» и переходим в третий раздел. Да, хочу также обратить ваше внимание, что если вы не выбрали ни один из вариантов, то система вас дальше не пустит. Да? То есть обязательно один из вариантов должен быть выбран в каждом вопросе. И там, где необходимо что-то вписать, обязательно ответ должен быть вписан. Третий раздел посвящен изучению внутренней среды школы. Первый вопрос – это обеспечение безопасности детей на территории школы, которое может быть максимальным, средним достаточным и минимальным недостаточным. Ну, например, территория школы огорожена, имеется дежурный вахтер, имеется тревожная кнопка, организовано дежурство обучающихся и преподавательского состава. Выберем вариант средний и достаточный. Обеспечение безопасности. Следующий вопрос – это наличие в школе возможностей для занятий спортом, кроме уроков физкультуры. Это существуют секции, широкий выбор секций, тренеры штатные, есть спортзал или бассейн, спортплощадка, каток и инвентаря достаточно для организации вот этих вот разнообразных занятий спортом. Второй вариант – небольшой выбор секций. Тренеры, как правило, со стороны приглашаются, спортзал имеется, спортплощадка имеется, инвентарь имеется частично. Ну и третий вариант, когда таких возможностей для занятий спортом, кроме уроков физкультуры, нет. Секции не ведутся, помещение под спортзал приспособленное, инвентаря не хватает. Выберем второй вариант. Наличие в школе кружков по направлениям. Следующий вопрос. Мы с вами знаем, да, что обязательно министр образования провозгласила, что должны быть в школе кружки по 5 направлениям: спортивное, театральное, литературное, техническое, естественно-научное, музыкальное. Вы отмечаете те направления, которые имеются в вашей школе. Допустим, у нас имеется спортивное, техническое и музыкальное направление. Но наверняка вариант не имеется, никто из вас не выберет, но возможны и такие, наверное, варианты. Следующий вопрос – это вовлеченность обучающихся в деятельность детско-юношеских общественных организаций и движений. Российское движение школьников, Юнармия, волонтеры Победы, юные инспектора движения, либо еще какие-то другие детско-юношеские общественные организации движения, в которых участвуют ваши обучающиеся. Тогда вы выбираете вариант другой и здесь записываете название этой организации, этого движения. Наличие в школе классов с углубленным изучением отдельных предметов. Здесь вы просто выбираете вариант либо да, либо нет. Наличие в школе профильных классов. Здесь вы также выбираете вариант либо да, либо нет. Следующий вопрос касается услуг библиотечного обслуживания. Первый вариант. В школе имеется современный информационно-библиотечный центр с обеспеченностью учебной и иной литературы не менее 80%. С местами свободного доступа к персональным компьютерам, к сети интернет, к электронным библиотечным системам для обучающихся. Второй вариант – наличие в школе библиотеки с обеспеченностью учебной и иной литературы не менее 50% и компьютером для библиотекаря.
И третий вариант – наличие в школе библиотеки с обеспеченностью учебной и иной литературой менее 50%, либо вообще отсутствие в школе библиотеки. Выберем второй вариант для примера. Следующий вопрос касается характеристики оснащенности школы компьютерной техникой для обучающихся. Первый вариант – наличие компьютерного класса, кабинета с мультимедийным оборудованием, мест свободного доступа обучающихся к персональным компьютерам со скоростным интернетом, средством сканирования, копирования, печати документов. Второй вариант – наличие компьютерного класса, кабинета с мультимедийным оборудованием. Третий вариант – наличие только компьютерного класса. И четвертый вариант – это вообще отсутствие компьютерного класса. Выберем вариант второй. Следующий вопрос касается характеристики оснащенности школы компьютерной техникой для педагогов. Первый вариант – это наличие персонального компьютера на рабочем месте учителя 50% и более, мест свободного доступа учителей к персональным компьютерам со скоростным интернетом, средством сканирования, копирования, печати документов. Второй вариант – наличие персонального компьютера на рабочем месте учителя менее 50%, мест свободного доступа учителей к персональным компьютерам со скоростным интернетом, средством сканирования, копирования, печати документов. И третий вариант – отсутствие персонального компьютера на рабочем месте учителя, мест свободного доступа учителей к компьютерам со скоростным интернетом, средством сканирования, копирования, печати документов. Конечно, это самый печальный вариант, но допустим, что именно такой присутствует в нашей школе. Следующий вопрос – использование электронных образовательных ресурсов. То есть какими ресурсами пользуется ваша школа. Это могут быть открытые и бесплатные ресурсы, например, ресурсы Российской электронной школы, апробацию которых мы проводили в конце 2017 года. Может быть, вы используете платные ресурсы, например, ресурсы мобильной электронной школы или других подобных систем. Может быть, учителя разрабатывают у вас ресурсы самостоятельно, либо ресурсы совсем не используются, либо еще какой-то, может быть, у вас свой вариант имеется. Следующий вопрос предполагает выбор варианта ответа. Использование дистанционных образовательных технологий. Они либо используются, либо не используются. Допустим, в нашей школе воображаемой они используются. Следующий вопрос касается характеристик действующих форм индивидуализации обучения в школе по общеобразовательным предметам. В школе предусмотрено обучение по индивидуальному учебному плану, индивидуальной образовательной программе, обучение в классе с углубленным изучением отдельных предметов, обучение в коррекционном классе, обучение в профильном классе, дополнительное обучение в группе в соответствии с уровнем освоения образовательной программы по предмету, дополнительные индивидуальные занятия, либо еще какие-то другие формы индивидуализации обучения. И здесь вы пишете, какие именно. Вопрос следующий предполагает выбор варианта ответа. Наличие психологической службы либо да, либо нет. Допустим, да. Наличие службы школьной медиации, допустим, нет. Наличие медицинского кабинета, выберем вариант «да». Обеспеченность горячим питанием, выберем вариант «да». Мы с вами заполнили все вопросы третьего раздела. Нажимаем кнопочку «Далее» и переходим в четвертый раздел. Четвертый раздел дает характеристику управления развитием школы. Здесь мы должны указать общее количество ставок педагогических работников школы. Например, записываем число. Далее, доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию в процентах от общего количества педагогических работников. Например, до 10%. Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию в процентах от общего количества педагогических работников. Вариант до 10%, от 10 до 20% и более 20%. Выберем, допустим, вариант более 20%. Следующий вопрос. Доля педагогических работников без категории в процентах. 50% и более и менее 50%. У нас получается 50% и более. Доля молодых педагогов со стажем до 5 лет до 10%, либо более 10%. Выберем второй вариант. Форма наставничества в педагогическом коллективе школы. Этот вопрос предполагает введение ответа. Да? То есть вы должны здесь записать, какие формы наставничества вы используете, либо вы отмечаете, что не используются. То есть обязательно что-то необходимо в ответе написать, иначе система вас не пропустит к завершению анкеты. Следующий вопрос. Доля вакантных ставок на 1 января 2018 года. Да? То есть процент нужно указать, сколько ставок у вас не закрыто. Допустим, 1%.
Участие педагогических работников в методических объединениях республиканского уровня, муниципального уровня, школьного уровня, либо ваши педагоги вообще не принимают участие в подобных методических объединениях. Следующий вопрос – это участие педагогических работников в профессиональных конкурсах за последние 3 года по уровням. Конкурсы федерального уровня, конкурсы республиканского уровня, муниципального уровня. Следующий вариант ответа предполагает, что у вас есть победители, не просто участники, а победители на любом уровне. И еще один вариант – ваши педагоги в подобных конкурсах не участвовали за последние 3 года. Отметим, например, республиканский муниципальный уровень и что у нас есть победители на этих уровнях. Следующий вопрос – это доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в 2017 году. Менее 20%, от 20 до 40%, более 40%. Выберем второй вариант. Далее несколько вопросов предполагают выбор варианта ответа. Наличие в штате социального педагога имеется или не имеется. Наличие в штате логопеда, допустим, нет. Наличие в штате дефектолога, выберем вариант нет. Наличие в штате педагога-психолога, допустим, да. Наличие в штате педагога дополнительного образования, выберем вариант да. Следующий вопрос. Наличие у директора профессиональной подготовки, переподготовки по специальности менеджмент в образовании. Тут также выбрать вариант либо да, либо нет. Наличие коллективной формы управления в школе. В вашей школе есть совет школы, родительский совет, педагогический совет, собрание трудового коллектива, либо какие-то еще другие формы, либо никаких форм не имеется. Соответствующий вариант ответа вы выбираете. И последний вопрос – это наличие органов ученического самоуправления в школе. Либо да, либо нет. Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации 28 июля 2006 года, номер 152 ФЗ о персональных данных. И мы нажимаем кнопочку «Отправить». Все, анкета ушла. Мы благодарим вас за участие в анкетировании. Итак, вот таким образом мы с вами заполнили нашу анкету. И таким же образом должны будут заполнить анкету все школы вашего муниципалитета. Как видите, времени не очень много занимает заполнение анкеты. Все ответы к нам попадают автоматически. И мы сразу видим, да, что кто-то анкету заполнил, и можем обработать вашу анкету. Мы желаем вам успешной работы в нашем проекте. На этом слайде вы видите контактную информацию. Габова Марина Анатольевна, это я, проректор по образовательной деятельности. Вот мой электронный адрес, вы можете со мной связаться. И также контактная информация Центра информационно-методического, научно-методического сопровождения проектов и программ в области образования. Это Смирнова Светлана Васильевна, заведующая центром, и Киселева Алина Константиновна, методист центра. Люди, которые непосредственно будут заниматься всей организационной работой по нашему проекту. Так, ну а сейчас давайте посмотрим, есть ли у нас какие-то вопросы. Пожалуйста, вы можете задавать свои вопросы. Уважаемые коллеги, я вижу, у нас 31 участник подключен онлайн на данный момент. Хотелось бы надеяться, что подключены у нас все муниципалитеты. Так, уважаемые коллеги, ваши вопросы. Информация о проведении исследования у нас представлена на сайте. Вот оно, объявление вниманию всех руководителей общеобразовательных организаций. И здесь есть ссылочка непосредственно на форму анкеты и контактная информация. Светлана Васильевна, Алина Константиновна. Также во все муниципалитеты было направлено информационное письмо, которые вы должны были довести до всех образовательных организаций, общеобразовательных организаций, до всех школ, расположенных на территории вашего муниципалитета. Так, пожалуйста, вопросы, уважаемые коллеги.
Может быть, у каких-то муниципалитетов есть потребность в обязательном участии школ, расположенных на ваших территориях, в этом проекте. У нас поступали подобные заявки от некоторых муниципалитетов в прошлом году с пожеланием включить в число участников проекта на 2018 год. Вы можете эту заявочку еще раз продублировать. Мы посмотрим результаты ваших школ по итогам заполнения анкеты и по итогам анализа материалов по контрольно-оценочным процедурам, которые нам представила РИЦОКа. Уважаемые коллеги, вопросы, пожалуйста. Отзовитесь, пожалуйста, все ли понятно по анкетированию. Может быть, есть какие-то вопросы по содержанию анкеты. Можете написать свое сообщение в чате. Введите свое сообщение, и здесь прямо вы можете свой вопрос записать и затем его отправить в чат. Видеозапись вебинара будет выложена на нашем сайте на вкладочке «Видеозал» и продублирована на страничке проекта. Видеозал, вебинары, семинары, совещания. Здесь мы видим анонсы видеотрансляций, а далее те видеозаписи мероприятий, которые уже состоялись. Обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, что очень много материалов уже в нашей видеотеке представлено. Вы можете их использовать в своей практике работы, изучать. Есть видеозаписи семинаров, вебинаров по использованию государственной информационной системы электронное образование, по конкурсам, олимпиадам, по конференциям, круглым столам, видеозаписи открытых лекций и видеозаписи заседаний республиканских методических объединений учителей. Все это непосредственно на нашем сайте в разделе «Видеозал». Также хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, на вкладочку «Ресурсы». Здесь у нас представлены журнал образования в Республике Коми. Все выпуски журнала за 2017 год можно здесь найти. И в архиве представлены также выпуски журналов за прошлые годы. И также на вкладочке «Ресурсы» у нас представлены издания института за последние годы. Электронные ресурсы, вы можете непосредственно их скачивать. Ресурсы по актуальным вопросам образования. Много ресурсов по предметной области АДН, КНР, АРКСЭ. Обращаю ваше внимание также на то, что здесь есть и ресурсы, посвященные работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, методические рекомендации по защите детей от нежелательной информации. Также здесь представлен каталог печатных изданий, аннотация, оглавление. И если вы щелкнете на обложку издания, то вы попадаете на подробную аннотацию и на форму заявки для печати данного издания. Например, здесь эту книгу вы можете
заказать. Также представлены материалы конференций, прошедших за 2017 год. Сборник материалов научно-практической конференции «Инновационный подход к формированию медопредметных результатов обучающихся в образовательном процессе». Сборник конференции «Формирование семейных ценностей как основа социального благополучия детей и подростков». Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Реализация ФГОС как механизм инновационного развития образовательной организации и профессионального развития педагога» и сборник «Инфокомитех» 2016 год. То есть материалы в свободном доступе, можете скачивать, знакомиться. И также бюллетени конкурсов. Все это вы можете найти непосредственно на нашем сайте. Так, вопросов я не вижу. Видимо, все понятно. Но если все-таки вопросы будут появляться, да, вы всегда можете обращаться к нам в институт по тем контактным данным, которые были озвучены в презентации и которые обозначены непосредственно на страничке проекта и в новости о проведении исследования. Уважаемые коллеги, если вопросов нет, мы желаем вам успешно осуществить первый этап нашей с вами совместной работы, а именно проведение анкетирования во всех школах ваших муниципалитетов. И далее мы отберем те школы, которые будут непосредственными участниками проекта в 2018 году. Конечно, будем с вами все это согласовывать. Хотелось бы пожелать вам удачи в организации работы, успешно включиться в проект. И надеемся на ваше сотрудничество и взаимодействие. Всем спасибо. На этом наш вебинар завершается.